Приветствую всех зрителей YouTube-канала Центра политико-правовых исследований. Сегодня снова с вами я, журналист Семитай Аманбеков. Мы вышли из каникул после двухмесячного перерыва и снова готовы на своей площадке обсуждать самые актуальные, важные, злободневные темы, которые есть в нашем обществе. Безусловно, накануне надвигающейся зимы, зимнего периода, и в свете последних новостей очень многих наших граждан беспокоит подготовка к осенне-зимнему периоду. Подготовка в плане энергетической готовности, веерных отключений, отоплений, ну и всего вот этого энергетического комплекса. И поэтому сегодня у нас в гостях эксперт, специалист в области торгово-энергетического комплекса Умбеталиев Расул Ахматович, с которым мы обсудим накопившиеся вопросы. Расул Ахматович, ну первый вопрос наверняка будет о том, весть, которая взбудоражила всю страну, о том, что президент предложил, чтобы жители не отапливали углем из Каракече, только завозным, так как он влияет на смог в Бишкеке. И тут же появилась новость о том, что Кабмин предлагает вообще не использовать электричество в качестве отопления. И, естественно, возникает вопрос, а чем топить и как вообще будет, как пройдет вот осенне-зимний период. Добрый вечер, уважаемые пользователи и зрители YouTube-канала. Конечно, именно прохождение осенне-зимнего периода ежегодно является одним из основных экономических, социальных и политических аспектов жизнедеятельности нашего государства. Одним из основных показателей подготовки к осенне-зимнему периоду является именно накопление воды в Тартагульском водохранилище. Угу. Почему именно накопление воды в Тартагульском водохранилище? Потому что от объема зависит именно выработка электроэнергии на наших действующих ГЭСах. Это Тартагульская ГЭС, Крупсайская, Ташкумойская, Шамалсайская, Учкурганская. И именно вот этот объем, она будет напрямую влиять на выработку электроэнергии. Конечно, на наших гидроэлектростанциях вырабатывается 90% всей электроэнергии, и 10% вырабатывается у нас на тепловых станциях, на ТЭЦ города Бишкек и на ТЭЦ города Ош, и на малых ГЭСах. В принципе, альтернативные источники энергии у нас не сильно так развиты. Это солнечная электроэнергия, ветряная электроэнергия. Поэтому у нас вот именно основная, подавляющее количество электроэнергии вырабатывается на действующих ГЭСах. На сегодняшний день в Тартагульском водохранилище накоплено 11 миллиардов 391 миллион куб воды. Это очень мало. Это очень мало. Угу. По сравнению с прошлым годом на 2 миллиарда кубов воды меньше. Естественно, это говорит о том, что мы войдем в осенне-зимний период на 1 октября порядка 11 миллиардов 600 миллионов, 11 миллиардов 800 миллионов кубов. Естественно, что крайне недостаточно для прохождения осенне-зимнего периода. Но, понимаете, здесь еще что? Именно еще один источник электроэнергии, энергии тепла является, конечно, это каменный бурый уголь в Кыргызстане. Естественно, последние именно события показывают, что все-таки именно вот этот аспект, он тоже очень важен. И, естественно, она влияет и на экологию, и на смог города Бишкек. Вот после вчерашнего заявления мэра города Бишкек Эминбека Абдыкадырова о том, что будут запрещать использование угля и каракинского угля месторождения, конечно, я думаю, что это полностью не соответствует действительности, потому что это именно выступление мэра противоречит именно тем решениям президента Кыргызской республики Садыра Джапаров, где именно он последние годы уделял большое внимание развитию угольной промышленности.
Мгм. Именно вот если взять Каракичинские угольные месторождения, именно там были куплены более 50 автомобилей, там, значит, экскаваторы, погрузчики. Естественно, значит, было желание и намерение президента Кыргызской республики именно развивать угольную промышленность, именно обеспечивать дешевым и качественным углем население Кыргызской республики, также объекты социальных объектов, также именно предприятия коммунально-жилищного хозяйства и ТЭЦ города Бишкек. Ну вот здесь вопрос насчет качества угля в Каракиче. Говорят, порода молодая, и из-за этого происходит смог. И понимаете, я вам как специалист, не только как эксперт, как специалист, как горный инженер, я вам скажу, что я в угольной промышленности проработал более 20 лет. И начиная от горного мастера дошел до генерального директора корпорации Крыскомор. Естественно, эту проблему угольной промышленности, угольной отрасли я очень хорошо знаю. Дело в том, что многие утверждают, что каракичинский уголь является молодой, бурой, что низкокачественный. Нет. Это утверждают чиновники как раз. Да, чиновники утверждают. Дело в том, что именно есть такое понятие материнской именно характеристики. Зольность, влажность, калорийность. Ну, вот это вот 4-5 аспектов. Выход летучих веществ тоже одним из основных показателей угля. И почему так происходит, что именно вот говорят, что плохой уголь, он неплохо горит, а именно качество на месте, именно, которое вот именно в зародыше имеется, да, материнское его, имеется вот как оно природой заложено, естественно, там очень хороший качественный уголь на Каракичинском угольном месторождении. И в целом Кавказский буругольный бассейн, там качественный уголь. Дело в том, что почему именно жалуются на качество? Потому что при разработке, при добыче не соблюдаются основные технологические, технические требования. Дело в том, что там должны быть уступы, бермы должны быть, понимаете? А здесь получается как вот именно грубейшее нарушение технологических и технических именно требований. Именно, понимаете, когда добывают уголь, эти требования не выполняются. Естественно, когда они добывают, они смешивают уголь с песком, да? с породой. И поэтому везут в город Бишкек, понимаете, качество, низкого качества. Естественно, его для населения тоже такой уголь везут. И поэтому многие говорят, что именно качество очень низкое. Нет. А неужели нет органов, которые контролируют это? Смотрят, как добывается, какой на выходе продукт мы получаем? Сейчас все, значит, вопросы именно по экологическим, техническим, значит, надзору, оно находится в ведении Министерства Природных ресурсов. Да. Поэтому именно в этом министерстве сконцентрированы все именно лицензионные и разрешающие органы государственной власти. Именно они должны контролировать. Есть предприятие Кыргызкомор, государственное предприятие Кыргызкомор, которое должно тоже именно контролировать функционирование этих предприятий. В том числе добычу. Здесь именно, понимаете, здесь элементы коррупции. Большие элементы коррупции. Дело в том, что именно вот когда добывает уголь, значит, приходит инспектор экотехнической инспекции, да, и он проверяет, у него зарплата 15-20 тысяч сомов. Ну, как обычно, да, как и везде. Естественно, если ему отдают там, значит, да, какое-то незаконное вознаграждение, да, он закрывает просто на глаза на это. И это страдает не только, например, значит, пользователи, именно гражданское население, но и предприятия социальных объектов. Вопросы, значит, жилищно-коммунального хозяйства. На ТЭЦ города Бишкек тоже везут некачественный уголь. И поэтому многие на это жалуются. Именно смог образует из-за того, что
сжигается некачественный уголь. Мгм. А фактически его технические характеристики очень хорошие. Материнская зона составляет 8-10%. Влажность 12-15%. Что эти цифры означают? Это, понимаете, это качественные характеристики. Мгм. Это качество, понимаете. Вот бывает же, например, мука первого сорта, Мгм. мука второго сорта, да, отруби или мука высшего сорта. То же самое, понимаете. Вот здесь теплота сгорания, в этом именно Кавасы буругольный бассейн, имеется вот этот Джумгальский район, да, Мгм. там входят, значит, там работают практически 22-24 частные компании работают. Там государственное предприятие, это Кыргызскому разрабатывает именно участок центральный Каракечинского месторождения, и там, значит, чуть дальше разрабатывается, значит, еще предприятие, частные компании есть. Поэтому здесь получается, что вот именно вот разработка этих угольных месторождений, да, она бесконтрольна. Мгм. Не осуществляется контроль, не производится ни геологический контроль, ни маршрутический контроль, тем более качество не проверяется. Естественно, вот именно угольщики этим, значит, пренебрегают и грубо нарушают все технические и технологические требования при разработке угольных месторождений открытым способом. Мгм. А вот теперь запретили топить Каракечинским, собираются запретить. И что будет теперь? Но это недопустимо. Мгм. Это крайне недопустимо, понимаете, потому что вот смотрите, в этом году на ТЭЦ города Бишкек уже заключены договора. Значит, там вы знаете, что тендер не проводился, Мгм. а именно государственное предприятие Кыргызского является единственным поставщиком угля именно с Кавакского буроугольного месторождения. Мгм. И они его будут поставлять на ТЭЦ города Бишкек в порядке 650 тысяч тонн. 600 тысяч этого, значит, Кавакского буроугольного месторождения, там в порядке 18-20 частных компаний, и 50 тысяч это уголь, каменный уголь Ташкумурского месторождения, значит, североферганского каменноугольного месторождения, там в основном поставляет УСУТГН. И 550 тысяч тонн в этом году заключили из Казахстана Шабаркульского месторождения. Дело в том, что есть различия между вот именно казахским каменным углем и бурым углем Каракечинского месторождения. В чем? Дело в том, что да, действительно, значит, есть разница. Теплота сгорания, значит, Шабаркульского казахского угля составляет порядка 5500 килокалорий на килограмм. Мгм. А в этом Каракече там 4,5 на 1000 килокалорий меньше. Но и ценовая политика казахский уголь намного дороже, Мгм. чем кыргызский уголь. Плюс транспортировка. Да, все с этим все связано, с транспортировкой. Но здесь есть один из основных показателей, технических показателей именно каменных и бурых углей, это выход летучих веществ. Мгм. Это один из основных показателей. Вот именно от него зависит именно смог, да, и, значит, выхлопы, да, именно И загазованность. Да. Какие у них показатели? Дело в том, что казахский шабаркульский уголь составляет выход летучих 48-50%. Мгм. А именно каракечинские угли, да, они составляют 34-36%. То есть Естественно, Каракечинский менее вреден, получается, да? Каракечинский уголь Кавказского буроугольного бассейна, он менее вреден, чем казахский. Если добывать правильно. Нет, и добывать, и перевозить, и сжигать, если все правильно. Мгм.
Но в любом случае казахский уголь, шабаркульского угольного месторождения, у него выход летучих выше на 12-14% выше, чем каракачинский уголь. Естественно, это выход летучих веществ. Понимаете? Когда сжигает уголь сжигает, там значит, выходят летучие вещества. Это зола, сажа, понимаете, там сера, там. Это спектральный анализ очень большой. И поэтому вот эта вот сажа, зола, она далеко не уходит. Потому что роза ветров, вот именно в Бишкеке, да, и Чуйской области, он умеренный. Ярко выражен такого нет, понимаете, либо север-восток или запад-восток, нет такого. Именно тот, который дым, газ, сажа, которая зола, значит, выходит через трубу ТЭЦ города Бишкек, она в основном оседает в городе и Чуйской области. Мы же видели же. Мы же видели, именно смог образовывается на высоте 200-250 метров, именно там, где, значит, происходит выхлоп из труб ТЭЦ города Бишкек. Да. Вот многие говорят, да, вот именно вот вопрос сейчас начнется подниматься с началом отопительного сезона. Опять же, говорят, это, значит, автомобили, да, швейные отходы сжигает, да. Вот смотрите, вот сейчас, да, сейчас везде пробки. Сейчас машин больше, чем зимой. Верно. Больше. Но почему-то этот его уровень загрязненности, значит, 40-50 составляет частиц. А зимой составляет где-то 280-300. Она увеличивается, загрязненность и смог увеличится в 5-6 раз. Потому что именно мы не хотим видеть высоту трубы, которая составляет 200-300 метров, да, мы не хотим это видеть. Мы не хотим это видеть. А вот, например, мы говорим, что тут бани топят, там, значит, частный сектор. Да, конечно, частный сектор топит, это все. Но основной уголь сжигается на ТЭЦ города Бишкек. Если вот жилмассив, да, в порядке 53 жилмассива, который находится на окраине города Бишкек, да, ну, может быть, там 120-150 тысяч, да, население пользуется углем, да, сжигает уголь. Так они за сезон, может быть, сожгут, ну, порядка там 400-450 тысяч тонн. Но ТЭЦ города Бишкек сжигает же 1 200 000. Ну, смотрите, в прошлом году мы топили углем из Шабаркуль. Цифры обратно зашкаливали. Так в том году мы Шабаркуль привезли. Каракача. Нет, если про казахский уголь, в том году мы брали 450 тысяч тонн. В этом году берем 550 тысяч. Значит, мы увеличиваем количество сжигаемого угля, казахского угля, и вместе с тем, естественно, мы ухудшим экологию. Увеличится выхлоп и газов, и золы, и сажи. И, естественно, ухудшится экологическая обстановка в Кыргызстане, и также увеличится смог. Будет положение в этом году хуже, чем в прошлом году. Ваше предложение, чтобы мы 100% перешли на Каракаче, соответствует ли мощности ТЭЦ тем, что они могут поставлять? Дело в том, что именно руководство Минэнерго, министр энергетики, замминистры, руководители национального холдинга, они заявляют, что именно ТЭЦ города Бишкек именно рассчитан на сжигание казахских карагандинских углей. Я как специалист вам скажу, что в 90-е годы там было 23 котлов было, мы их перевели на сжигание каракачинских углей. И говорить о том, что только они работают только на карагандинцев, это неправильно. То есть неверная информация. Это неверная информация. Потому что я вам честно скажу, что при покупке казахских углей, Шабаркуля или там с Джалына, да, там идет коррупция. С каждой тонны, значит, чиновники имели и имеют $8-10 с каждой тонны откатов. Откаты. А с кыргызских углей они не имеют. Потому что там, понимаете, так ценовая политика, да, они, в принципе, угольные предприятия,
Кыргызстана, да, особенно вот его угольные предприятия Джумгальского района, они работают где-то в рентабельности где-то 10-12%. Мгм. То есть им невыгодно давать откат. Да, да, Не с чего. да, но дело в том, что видите, почему на ТЭЦ города Бишкек, потому что именно вот ТЭЦ города Бишкек сжигает энергетические угли. Именно вот эти вот самые мелкие фракции. Мгм. Называется, ДСШ называется. Мелкие фракции. Но мелкие фракции, значит, население не берет. А вот ТЭЦ города Бишкек и, значит, ТЭЦ города Карабалты, значит, Каракола и других городов, они используют именно энергетические угли именно в котлах. А вот бытовой уголь, это использует население. Но в этом Кавасском буругольном месторождении там не у всех есть бытовой уголь, именно крупный, для населения. Там только два предприятия, это участок центральный Кыргызского моря и этот Шарбон. Они добывают уголь, который имеет сортность, ну, вот который можно сжигать именно в бытовых печках можно сжигать. Весной этого года, ближе к лету, Акылбек Джапаров заявил, что, возможно, ТЭЦ Бишкек будет переведен на газ, если будут достигнуты принципиальные соглашения с «Газпромом» о выделении нам дополнительных квот. На ваш взгляд, это исправит ситуацию? Не, ну, понимаете, у нас последний год именно эти вопросы поднимаются, но они не решаются. Нет, в случае, если это решится, это реально перевести ТЭЦ на газ? Реально. Но я вам скажу, что с газом будет намного дороже. Естественно, там обратно делать на модернизацию. ТЭЦа? ТЭЦа. Мгм. Дело в том, что все его котлоагрегаты, парогенераторы нужно переводить на переоборудовать их надо, понимаете? Именно не сжигание на уголь, а именно сжигание на газ. Ну, это, я думаю, что больших затрат не потребует, но нужно, чтобы именно «Газпром» обеспечил объем количества природного газа на ТЭЦ города Бишкек. Не, ну, конечно, при сжигании природного газа, конечно, экология намного улучшится. Это однозначно. Улучшится экология. И, естественно, если, например, жилмассивы перевести на газ, естественно, конечно, вопросы, значит, и отопления, и выработка электроэнергии, и вопросы, самое главное, это выхлоп, экология, и смог, конечно, будет намного меньше будет. Но видите, Акылбек Джапаров, он, конечно, он об этом говорит, но это не выполняется. Говорить одно, выполнить другое. Вот ваше предложение по углю. Какой самый оптимальный выход? Вообще-то я вот в 2013 году, когда именно был вопрос о модернизации ТЭЦ города Бишкек, вот уже 10 лет прошло. Ага. Я говорил, не надо. Не надо модернизировать? Не надо модернизировать. Потому что я говорю, вы мотор Мерседеса ставите корпус запорожца. Я говорю, этот двигатель, он разорвет корпус запорожца. И что и случилось в 2018 году. Потому что у нас ТЭЦ взорвался, понимаете. Поэтому я предлагал именно на окраине Бишкека, по каждому району, у нас 4 района, именно установить, значит, такие современные угольные котлы. ТЭЦы маленькие. То есть 4 маленьких ТЭЦа вместо одного большого. Да. А это, понимаете, этот ТЭЦ город Бишкек, он уже давно морально и физически он устарел. Понимаете? И технология уже не та. То есть в зарубежных странах уже отошли от такого? От этого отошли, понимаете? Отошли от этих. Конечно, вопрос-то у нас как стоит? Либо уголь сжигать, либо электроэнергию вырабатывать на гидроэлектростанциях. Самый экологически чистый, самый дешевый способ – это выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях. И отопление через электричество. Без проблем. Поэтому
Я предлагал два варианта. Этот вариант это построить 4 ТЭЦа современных, понимаете? Они небольшие ТЭЦ, небольшие, понимаете, где можно сжигать и уголь, и газ, можно сжигать, и обеспечивать население теплом. А в чем разница? 4 разных или один большой? Нет, дело в том, что я же говорю еще, этот То есть ТЭЦ они город вот современные, Бишкек, да? он построен в 60-е годы. Прошло уже больше 60 лет. Он морально и физически устарел, понимаете? И говорят о том, что там установлены фильтры. Да нет, нет такой технологии, которая именно улавливает 90-100% именно те выхлопные газы, сажу, значит, золу. Нет такой технологии в мире. В любом случае, может быть, довезет до 96-97%. Средно 3-4% она будет выходить. Вот сами посчитайте, да, если мы сжигаем 420 миллион 200 тысяч тонн и умножьте на 3-4%, сколько получается? Порядка 30-40 тысяч тонн сажи, золы именно оседает именно на город Бишкек и Чуйскую долину. Это выхлопные газы, это сажа, это значит, смог, имеется в виду зола, все оседает, все. Вот первое предложение у вас было 4 ТЭЦ, а второе? Второе предложение было, я сказал, что если мы берем 389 миллионов долларов, я говорю, давайте построим на реках Кукумарен, Сараджас, на реке Нарын построим на эти деньги гидроэлектростанцию мощностью 300 мегаватт. Что и здесь два энергоблока по 150, 300 мегаватт, да? На эти деньги, на 389 миллионов долларов, можно было и нужно было построить гидроэлектростанцию Кукумарен, Сараджас или на реке Нарын, тот же Верхненарынский каскад. То есть на эти деньги можно было перевести Бишкек на электрическое отопление? Да, конечно. Дело в том, что, понимаете, самое главное, да, вот его, именно вопрос отопления. А чем отапливать, например, если есть электричество, они могут электричеством отапливаться. Теплые полы поставить, значит, батареи, значит, его на электрическом отоплении. А вода? А? Горячая вода? Так, дело в том, что электричество есть, у вас дома будет все будет. У вас стены стоят? Да. Стоит же водонагреватель. Без проблем. Мы же в мае месяце, когда у нас отключают его горячую воду, мы же пользуемся этими водонагревателями. Если будет электричество, все вопросы решаются. И теплые полы будут. Недорогое электричество, И да? тем более недорогое, экологически чистое, понимаете. А мы здесь сейчас тут кочегарим, ТЭЦ города Бишкек, да? И, понимаете, мы же, самое главное, именно наносим непоправимый вред жизни и здоровью наших граждан, жителей города Бишкек, жителей Чуйской области. Последние годы резко увеличились именно значит, вопросы, значит, легочные болезни. Туберкулез увеличивается, Да, астма увеличивается. Это все связано с этим смогом. Вы же видели зимой, что творится. Города не видно. И поэтому, конечно, вопросы, значит, основной это ТЭЦ города Бишкек. 60-70% смог это ТЭЦ города Бишкек. Спасибо. Возвращаясь к воде, накопленной на Токтовулке, ее критически не хватает. Что будет зимой с электричеством? Смотрите, вот я вам его немножко сейчас более подробно скажу. Дело в том, что летний период Кыргызстан потребляет обычно 24-26 миллионов киловатт-час электроэнергии в день, в сутки. Но в этом году у нас было аномально жарко, и поэтому потребление выросло порядка 28-30 миллионов киловатт-час электроэнергии, имеется в виду работа насосных станций и работа кондиционеров. Для того, чтобы именно выработать 28-30 миллионов киловатт-час электроэнергии, расход воды с Токтагульского водохранилища должен быть 190-210 кубов в секунду.
Но мы в марте 2021 года заключили договор с Узбекистаном и Казахстаном, потому что летний период мы отпускаем электроэнергию в объеме 550 миллионов киловатт-час электроэнергии, 250 Узбекистан, 300 миллионов киловатт-час электроэнергии Казахстану. Но в свое же время мы в 2021 году якобы мы получили электроэнергию Узбекистана и Казахстана 1 650 миллионов. Естественно, 1 650 миллионов мы, значит, раскидали на 3 года, 21, 22, 23 год, по 550. Вот в этом году, вот сейчас мы закончили значит, экспорт электроэнергии, получен в 2021 году 550 миллионов. Да, значит, ежедневно уходило порядка 8-10 миллионов киловатт-час электроэнергии Узбекистана и Казахстана. Но здесь вопрос не в электроэнергии заключается. Узбекистан, Казахстан, он не заинтересован и не нуждается в летний период в нашей электроэнергии. Им нужна поливная вода. Она напрямую связана. Вот смотри, что получается. Значит, 190-210 кубических метров в секунду. Это для внутреннего потребления. Порядки где-то 70-80 это для экспорта электроэнергии. Получается порядки расход воды должно быть порядке 280-300 кубов в секунду. Но не более. Но мы, как и прошлые годы, с 1 июня мы отпускали воду с Тактагульского водохранилища 380-460 кубов в секунду. Почему? И поэтому получается разница, а где-то эти вот от 100 до 140 кубов в секунду. А где они? Значит, производился дополнительный сброс воды, значит, попуски воды, значит, соседним государствам, это одно, и другое, значит, майнинговые компании. Значит, есть эта проблема. Майнинговые компании, понимаете, именно же все-таки и Азотек, и президент подтвердил, что в Кемене майнинговая компания работает. Значит, в этом на Камбаратин ГЭС-2 майнинг работает. Ну, по некоторым данным, не подтвержден, и в других районах, в Ташкумыре там дата-центр работает. И порядки, значит, они тоже забирали электроэнергию, да, порядки где-то 160-180 мегаватт. Естественно, получается, значит, был и дополнительный сброс воды, и, значит, эта вода уходила на выработку энергии для майнинг-компаний. То есть не для соседей, для майнинговых было? Да. На ваш взгляд? И поэтому я в мае месяце уже знал такую ситуацию. Я говорил, для того, чтобы именно подготовиться к осеннему периоду, необходимо уменьшить расход воды с Тактагульского водохранилища. Да, я понимаю, там мы обязаны, мы брали значит, соседей Казахстана электроэнергию, мы обязаны им его отдать, да, но в порядке, значит, там должно было быть 280-300 кубов в секунду. А почему 400-460? И сейчас, значит, его замминистр энергетики Талайбек Байгазиев говорит, что именно приточность рек меньше, чем в предыдущий год. Да нет. Приточность, да, возможно, там на 5-6% меньше было. 5-6% меньше было. Но в любом случае резкого сокращения притока воды не было. А как это вот доказать, что не было? Есть все данные есть же. Потому что я веду мониторинг, понимаете? Ежедневный мониторинг. Пришло, значит, его там 600, расход там, значит, его там 400, я насчет рек. 400, 460, понимаете? Это очень много воды, очень много. 460 мы должны были вырабатывать порядки где-то 48-52 миллиона киловатт-час электроэнергии мы должны вырабатывать. Но это мы не вырабатывали, поэтому именно, возможно, та электроэнергия, которая уходила майнинг компании, она пошла и как неучтенка пошла. Я вам напомню, что в 2021 году, когда Акылбек Джапаров, как председатель кабинета министров, ездил в Астану, встречался с премьер-министром Казахстана Аскаром Мамином 7 декабря 2021 года, Аскар Мамин раскрыл именно вот такой секрет, да,
Потому что он сказал, нашей делегации, Акылбек Джапаров сказал, что выразил огромную благодарность, что вы 330 миллионов кубов воды дополнительно сбросили. Дополнительно, понимаете? Дело в том, что именно вопрос товарообмена, когда, значит, мы получали электроэнергию, мы отдавали им воду. Кроме этого, которому мы на экспорт отдавали электроэнергию и отдавали поливную воду, он сказал, что 330 миллионов дополнительно еще мы дали, 330 миллионов кубов воды дополнительно еще дали. И выразил благодарность. Конечно, премьер-министр Аскар Мамин, конечно, он, скорее всего, не знал, что эта информация засекреченная. И она выявилась, что мы сбрасываем дополнительно, и Узбекистан, и Казахстан дополнительно, понимаете, воду именно соседним государствам, которую крайне не хватало именно прохождения осеннего периода 2001, 2021, 2022, 2023 годов. Да? И в этом году уже опять такая ситуация. И я вам скажу, что и министр энергетики, и замминистра энергетики, и руководители национальных говорят, что мы заключили договор с Туркменистаном на 1 700 000 000 киловатт-час электроэнергии, с Россией мы на 1 700 000 000. Да, действительно. И что уже получили в этом году, да, на первое полугодие мы получили порядка 2 300 000 000 киловатт-час электроэнергии из Узбекистана, Казахстана, России и Туркменистана. Так, ясно, понятно. А где эти 2 300 000 000 киловатт-час электроэнергии? Да? Дело в том, что если мы такой объем электроэнергии получили, значит мы должны были уменьшить расход воды с Токтагульского водохранилища. Да. Понимаете? Для чего тогда брать его? Для какого смысла, если мы воду отдаем? Значит, нет смысла. Значит, тогда, если мы импортируем электроэнергию в летний период, значит, мы должны уменьшить выработку электроэнергии. И накопить на зиму. Накопить на зиму. Да, уменьшить расход, уменьшить, значит, выработку электроэнергии, а за счет импорта электроэнергии обеспечить внутреннее потребление населения, естественно, уменьшить. Но мы же воду не уменьшили, расход-то мы не уменьшили. Как в прошлом году было, и в этом и то же самое. Значит, эффекта от импорта электроэнергии нет. Еще значит, нас уверяет, тоже Талабек Байгазиев, замминистра, утверждает, что мы зимой будем брать недостающую электроэнергию из Туркменистана и из России. Из России, да. Я вам хочу сказать, что если будет зима холодной, но есть предпосылки, что зима будет холодной, дело в том, что именно по прогнозам, когда лето жаркое, то зима бывает холодной. То именно с Туркменистана электроэнергия идет транзитом через Узбекистан. Он поступает электроэнергия через территорию туркменской электроэнергии, через территорию Узбекистана, там, значит, подстанция Лачин и подстанция, значит, Кристалл, там, Гаол, Кристалл, Ташкуморе. В принципе, зимой у Узбекистана, значит, возникает острый дефицит электроэнергии. Да. Естественно, при остром дефиците электроэнергии у них перегружены линии электропередач. Имеется в виду высоковольтные линии электропередач, 500 киловольтные. Они не смогут пропустить, особенно зимние месяцы, холодные дни зимы, они не смогут пропустить нам электроэнергию. То же самое из России. Казахстан тоже испытывает дефицит, да? Если в Узбекистане там год, значит, именно зимний период, там порядка 3-4 миллиардов киловатт-час электроэнергии, да? Дефицита нет, не хватает им. А в Узбекистане тоже у них дефицит электроэнергии. Порядка 4-5 миллиардов электроэнергии. Естественно, линии перегружены. Естественно, они не смогут пропустить электроэнергию через свои. У них линии загружены, они не смогут пропустить электроэнергию из России. Не смогут. Естественно, мы останемся у разбитого корыта. У разбитого корыта останемся. Значит, утверждение о том, что ТЭЦ города Бишкек, якобы у них именно мощность, проектная мощность, заявленная мощность 812 мегаватт, это недостоверная информация. Дело в том, что ТЭЦ города Бишкек могут загрузить максимум
440-460 мегаватт. То есть в 2 раза увеличили. Два раза меньше. Потому что при выработке электроэнергии порядка от 420 до 460 ТЭЦ работает, на максимум работает. На грани, понимаете, остановки, на грани аварии. И ТЭЦ города Бишкек в основном работает в зимний период как источник регулирования пиковых нагрузок. Именно, например, когда не хватает электроэнергии на севере, и они начинают его кочегарить, ТЭЦ города Бишкек. Начинает кочегарить. А ТЭЦ, у нее есть свой предел. 460 больше не могут. Естественно, будут сжигаться порядка 10-12 тысяч тонн в сутки. По их заверению, да? 10-12 тысяч тонн. Хотя там расход там, значит, составляет где-то 420 граммов топлива, имеется в виду угля, на 1 киловатт. 1 киловатт электроэнергии. Естественно, если там должно быть сжигаться 8-10 тысяч, они сжигают 10-12 тысяч сжигают. На 30-40% больше сжигают. Естественно, появляется смог, появляется задымленность, загазованность. Например, его вырабатывать на гидроэлектростанциях объем воды не позволяет нам. Потому что мы можем, я думаю, что все-таки поступление будет, но в малых количествах из Туркменистана с Россией. Может порядка там 3-4-6 миллионов киловатт-часов. Но зимний период это нас не спасет. Зимний период мы начинаем его использовать, начиная от 60 до 75, до 76 миллионов киловатт-часов электроэнергии. 72-76 миллионов киловатт-часов это уже предел. Больше мы не можем вырабатывать. Все ГЭСы работают, все ТЭЦы работают, малые ГЭСы работают. А больше мы не можем. Расул Ахматович, чем это все грозит теперь зимой? Но что будет? Я уже давно предлагал. Значит, вот сейчас уже, видите, президент подписал указ о введении чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли. В отдельной взятой отрасли. Отдельной взятой отрасли. Конечно, это говорит о том, что все-таки энергетический кризис, он очень глубокий и очень обширный. Дело в том, что создается дефицит электроэнергии в зимний период порядка 4-5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Они хотят значит, этот дефицит значит, уменьшить за счет импорта электроэнергии с России и из Туркменистана, но в зимний период это они не смогут пропустить. Технически не продумали, да? И вот что будет теперь в стране? Вот если смотрите, вот что вот я вам объяснил, да, значит, поступление в полном объеме с Казахстана, с Туркменистана, России не будет. Из Казахстана, значит, не будет. Не будет, потому что Узбекистана и Казахстана самим не хватает. И в этого последние 3-4 года они, значит, объявили, что им самим не хватает электроэнергии. Они не могут нас обеспечивать. Поэтому уменьшится импорт электроэнергии из Туркменистана, с России. Да? Здесь вопрос, значит, выработки электроэнергии на ГЭСах и на ТЭЦах. Вопрос ТЭЦ. Ну, вообще там у него там выработка там всего лишь там 40 мегаватт. Там. Понимаете? А на ТЭЦ, значит, я сказал 400-460. Да? Это грозит веерными отключениями? Это скорее всего веерное отключение. Другого выхода не останется. Потому что они будут называть эти, не веерное отключение будут называть, хотя и они будут веерное отключение. Они будут называться регулировочные мероприятия, разгрузочные мероприятия. Вот вчера Талабек Байгазиев, вчера, вот 4 сентября, заявил, что зимой мы будем отключать отопление, электроотопление. Значит, 5 киловатт, значит, однофазным потребителям, ну, возможно, где-то порядка 10-15 трехфазным. И будут ставить орешковые предохранители, будут ставить потребителям. Когда больше 5 киловатт будет потреблять, то нам будет просто отключать будет электроэнергию, эти предохранители. Они взрываются и отключают электроэнергию. Естественно, 5 киловатт
электроэнергии, да, час, да, ну, это, понимаете, 2-3 семьи, 2-3 человека, да, это только на освещение, холодильник, телевизор, и все. Отопления не будет. Значит, их заверение Министерства энергетики, Национального холдинга и АО «Электрисканции» НЭС о том, что не будет отключений, не будет верных отключений, а будут разгрузочные мероприятия. Это говорит о том, что будут все-таки ограничения. Просто Уже по-другому назовут, да? да? Ограничения. Дело в том, что именно уже сейчас готовят именно население к тому, что будет отключаться. Ну а как население? Углем нельзя, светом нельзя, чем будут топить? Ну, если, значит, его надо альтернативный, значит, и уголь покупать надо. Другой уголь. Не, ну, например, ну, казахский уголь, кыргызский уголь. А, значит, мэр, значит, решил запретить Да, продажу. каракичинский, да. Но это неправильная политика. Это неправильная политика. Мэр города Бишкек, он не прав. Потому что если ему холодно, он же будет сжигать уголь, он же будет покупать. Конечно. А как будут промышленные предприятия, бизнес, который пользуется светом, ну, производство пользуется светом? Поэтому С ними что будет? Я вот делаю предложение, да. Вы уже, я им говорю, энергетикам, Министерство энергетики и национального говорю, вы уже, я говорю, вы пришли уже к крайней точке. Крайней точке. И поэтому в крайнем случае надо разработать и утвердить график ограничений разгрузочных мероприятий. Что имеется в виду? Значит, уже, чтобы бизнес знал, что население знало, что такого числа, такое-то время их отключат. А не говорить о том, что, понимаете, они там, значит, они говорят, вот, значит, мы меняем трансформатор, зимой, да, меняем трансформатор, там, изоляторы меняем, понимаете. А что вы делали с 1 апреля по 1 октября, по 1 ноября, 6-7 месяцев, чем мы занимались? А потому что они вводят в заблуждение, распространяют недостоверную информацию. Они же открыто не говорят же. Они же боятся, что их снимут. Да. И в этом году, конечно, и Министерство энергетики, и Национальный холдинг, конечно, они, значит, полностью не подготовились. Не подготовились. Потому что надо было хотя бы в Токтагульском водохранилище накопить хотя бы 13,5-14 миллиардов. Хотя предпосылки это были. Если мы вот эти вот лишние 100-120 кубов в секунду, если бы мы их экономили, не давали там, значит, лишние попуски, значит, этим маленьким компаниям, да, надо было летом вводить ограничения. Ну, хотя ограничения сейчас вводятся. Ввиду того, что профилактически летом и так многие регионы жаловались, что их выключают. Выключает. Это в целях, значит, уменьшения расходов воды с Токтагульского водохранилища. Но этого не произошло, понимаете? Этого не произошло. Хотя импорт там почти там 2 миллиарда. И значит, отключение электроэнергии, значит, по районам, да, по регионам. То есть ваше сейчас предложение честно сказать населению, Да, конечно, что света не хватает, да. будет такой-то график, Да, под него такой-то подстраивайтесь. график будет, да, чтобы люди были. Говорить надо, как раньше говорил Бакиев. Надо собирать, надо готовиться, надо покупать, и уголь покупать надо. Вы прогнозируете тяжелую зиму для населения? Ну, я думаю, зима будет такой же, как в прошлом году. Я не в плане погодных условий, я в плане угля и света. Да, тоже тут, значит, обстановка, конечно, очень критическая, очень сложная. Очень сложная. Поэтому к его вопросу, значит, и ТЭЦ не спасет, и вот его импорт не спасет, да. Дело в том, что я хочу сказать одно, что именно вернемся к Токтагульскому водохранилищу, да. У него проектная мощность, да, именно заполняемость 19 миллиардов 500 миллионов кубов. Угу. При полной загрузке, при полном 19 миллиардов, расход воды с Токтагульского водохранилища для выработки 1 киловатт-часа электроэнергии уходит 0,7 кубов.
Когда 16-17 уходит 1,7 кубов. То есть расход больше. Да? Расход больше уходит. Когда опускается 12-13, Как вот сейчас. дальше сейчас, уходит до 3 кубов входит, понимаете? То есть тем ниже, тем хуже усугубляется Усугубляется, ситуация. потому что тем меньше воды, меньше напор, значит, больше уходит. Да, напор уже меньше. Физика. Больше, да, это физика, понимаете? Мы его не обманем. Значит, меньше напор, меньше объем, значит, больше расход. Естественно, значит, по сравнению с прошлым годом, расход воды увеличится на 15-20%. Потому что объем маленький, 11 миллиардов, 600-800 миллионов кубов, но в том году 13 было, на 2 миллиарда было больше. Естественно, расход было меньше. Но, понимаете, вот в этом 2022-2023 годах, осенне-зимний период, да, при прохождении, расход воды Салтыгурского водохранилища достигал 900 тысяч кубов в секунду, что крайне недопустимо. Крайне недопустимо. Даже вот межправительственное соглашение между Узбекистаном и Казахстаном там гласит, что Кыргызстан значит, в зимнем месяце не должен производить расход более 600 кубов в секунду. Почему более 600? Потому что когда больше 600 кубических метров в секунду, то, естественно, нижние регионы Узбекистана, имеется в виду это и Наманганская область, и Ферганская область, да, Ташкентская область, да, значит, Кызылординская область, их выходит из берегов и подтапливает. Затапливает, понимаете? И поля, и значит, населенные пункты затапливает. И поэтому они всегда говорят, что мы не расходовали больше 600 кубических метров в секунду Салтыгурского водохранилища. Это тоже грозит им именно затоплением. Затоплением, значит, ближайших регионов, значит, населенных пунктов, именно реки Амударьи. Вы знаете, что при слиянии Нарын с Кардары создается река Амударья. Расул Ахматович, ну вот ваши практические советы населению, которому предстоит такая сложная зима. Что нужно делать? Ну, конечно, прежде всего надо утеплять дом. Утеплять дом. Утеплять окна, двери, утеплять. Значит, это, значит, обязательное условие утеплять. Конечно, надо готовить дрова, готовить уголь. Не надейтесь на электричество. Значит, перейти, значит, отопление бывает и можно дизельное поставить отопление, дизельное, там, значит, желательно, да, газом. Запастись, значит, этими сжиженным газом запастись, понимаете? Тоже, значит, использовать его в целях отопления, в целях обогревания. Поэтому, конечно, на электричество много не надейтесь. Поэтому альтернативный случай. Уголь покупайте, покупайте дрова, покупайте, утепляйте дома, утепляйте. Поэтому надо зимы готовиться надо готовиться к зиме, да. Поэтому там есть, я же говорю, есть же прибор, есть установки, где можно сжигать и дизельное топливо. Солярку можно сжигать и отапливаться. Это нагрузка на бюджет, потому что надо менять систему отопления. Да, ну конечно, бюджет, но к этому надо готовиться надо. К этому надо готовиться надо. Ну, это лучше, чем замерзнуть. Ну, да? конечно, конечно. Значит, там какой бы бюджет ни был, но надо к этому готовиться надо. Надо значит, покупать, экономить и не покупать там дорогие вещи, да, а именно готовить их к зиме. Расул Ахматович, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Благодарю вас за очень интересную и, главное, плодотворную беседу. К сожалению, она не дает такие оптимистические настроения, но, как вы правильно сказали, это информирован, значит вооружен. Я надеюсь, что наши дорогие зрители учтут все ваши пожелания. Уверен, что лица, принимающие решения, учтут ваши пожелания, потому что действительно ситуация очень серьезная. И не хочу уходить в политику, но история показывает, что энергетические вопросы ведут и к политическим вопросам, да, к определенному недовольству, которое потом выливается в политические требования.
Поэтому, чтобы не доводить до такого, конечно, лучше принять превентивные, экстренные меры и как гражданам, так и властям. Дорогие зрители канала Центра политика правовых исследований, благодарю вас, что были с нами, что наверняка многие из вас получили ответы на самые такие злободневные вопросы, получили ответы, почему принимаются те или иные решения, правильные они или нет, вот решать вам. Специалист в области энергетики, с цифрами, с примерами, с, со всеми практическими данными показал, как на самом деле сейчас ситуация происходит у нас в стране. Благодарю, Расул Акматович, вас, благодарю вас. Смотрите нас в ближайшее время на нашем YouTube-канале и оставайтесь с нами.